Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас второй день курса технологии формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Коллеги, в чате обозначьте, пожалуйста, меня видно, слышно? А можете мне в чат включить вот на том компьютере? Нет? Сложно? Не видно. Коллеги? Через кнопку Windows возвращайтесь. Чат не вижу. Угу. Минус, просто минус. И... Угу. Нажать. Не видно. Коллеги, секундочку, организационный момент. Я вижу, что в чате... все вижу. Слышно, но не видно. Да, коллеги, меня сегодня не видно, но зато видно демонстрацию экрана. Все верно? Вы презентацию видите? Угу, замечательно. Спасибо большое. Также, коллеги, пожалуйста, представьтесь в чате, кто у нас сегодня присутствует. Я очень надеюсь, что у вас будет возможность подключаться к обсуждению, присоединяться к обсуждению. Угу, замечательно. Итак, уважаемые коллеги, Арина, спасибо, что сегодня ушли от гостя, стали теперь Артеевой Ариной. Это очень приятно, хоть буду знать, с кем общаюсь. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорим именно про то, каким же образом у нас с вами происходит, какие же есть подходы к формированию и оценке функциональной грамотности. Итак, мы с вами сегодня говорим о том, что, я напоминаю, отличительные черты, то есть функциональная грамотность у нас с вами, мы говорим, что есть различные, просто огромное количество разнообразных вариантов, формулировок понятия функциональная грамотность, но тем не менее, опять-таки же, чат сверну, чтобы он нам с вами не мешал. Коллеги, действительно, у нас есть огромное количество определений, что такое функциональная грамотность, но я позволю себе остановиться даже больше не на том, что такое функциональная грамотность, а на том, собственно, каковы отличительные черты обучающегося, владеющего функциональной грамотностью. Итак, коллеги, мы с вами говорим о том, что акцент, повторяю, вчера мы про это уже говорили, акцент у нас с вами смещается на умение использовать полученную информацию и навыки в конкретных ситуациях. То есть функционально грамотный ребенок или человек, в данном случае мы будем так говорить, более обобщенно. Во-первых, он успешно решает разные бытовые проблемы. Во-вторых, умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях. В-третьих, такой ребенок или даже такой человек у нас с вами использует базовые навыки чтения и письма грамотно, причем использует базовые навыки чтения и письма для выстраивания коммуникации. И, конечно же, функционально грамотный человек выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а затем и оценивается с разных сторон. И мы с вами вчера, например, приводили пример, простите за тавтологию, про физику. Пример из, как можно интегрировать физику и литературу. При этом, коллеги, некоторым педагогам почему-то кажется, что обучить функциональной грамотности сложно. Однако, если следовать всем педагогическим наработкам, то детям становится интереснее учиться, а учителю работать. И анализ метапредметных результатов обучения показывает, что акцент, как я уже говорила, на функциональной грамотности делает ребят вовлеченными в познавательный процесс, способными анализировать и сегментировать информацию, а также, коллеги, делать выводы и использовать полученные данные в разных учебных направлениях.
Это закономерно повышает успеваемость класса. Коллеги, из чего же состоит функциональная грамотность? Понятие объединяет, я напоминаю, читательскую, математическую, естественно-научную, финансовую и компьютерную грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Речь идет о применении полученных знаний и умений в разносторонней практической жизни. Приведу пример, который у вас на слайде. Обучающийся прочитал описание природных явлений, но не может ответить на вопросы и обсудить ситуацию. Это говорит о том, что, во-первых, у него отработаны только базовые навыки чтения. То есть он прочитал. Читательская функциональная грамотность делает ученика способным рассуждать, делать выводы, моделировать описательные ситуации в реальной жизни. То есть, например, самостоятельно определять температуру воздуха, стороны света, силу ветра, или же даже прогнозировать уровень природной опасности. Если мы говорим с вами про читательскую грамотность, то федеральный государственный образовательный стандарт включает задачу по формированию функциональной грамотности младших школьников и школьников среднего звена, то есть основной школы. Например, читательская грамотность, мы говорим с вами, что это важнейший метапредметный результат обучения. И на каждом уроке обязательно должны быть задания, где нельзя дать однозначный ответ. Нужно рассуждать на предложенную тему. Это помогает выполнять накопленные знания и достигать определенных целей в жизни, применяя их в практике. Пример на слайде. Что бы ты сделал, например, на месте главного героя? Или почему автор закончил произведение именно так? Что могло случиться, если бы главный герой поступил иначе? Важно научиться читать между строк, уметь находить и извлекать важную и второстепенную информацию, замечать различные взаимосвязи и параллели. Приведу пример. То есть читательская грамотность – это у нас с вами не просто тексты, а это у нас с вами различные, ну то есть не просто сплошные тексты, а еще и различные, спасибо, различные виды текстов. Это и сплошные, и не сплошные, и составные. Не буду пояснять вам, вы все профессионалы и знаете, что это такое. Позволю себе лишь привести вам несколько примеров. Например, блок заданий по читательской грамотности для 5 класса «Необычный путешественник». То есть на слайде у нас приведены классические примеры, которые у нас с вами бытуют уже на протяжении 3 лет. Про что еще мы можем сказать? Мы можем с вами сказать, какой еще пример можем привести? Мы понимаем, что исходя из тех выводов, которые были сделаны на основе апробации, по факту мы с вами говорим о том, что, к сожалению, у детей не сформированы или слабо сформированы
следующие умения. Работа с текстами, например, в которых нужно аргументировать свою точку зрения, в которых представлены различные точки зрения и так далее. В этой связи действительно возникают достаточно большие сложности. Приведу сейчас вам пример. Коллеги, сейчас открою вам демонстрацию другого экрана. Секундочку. Коллеги, чтобы вы видели, я сейчас включу вам демонстрацию экрана именно того, кого нам нужен с вами. Секундочку. Угу. Итак, у нас с вами есть сайт, который разработан Институтом стратегии развития образования. Это федеральное государственное учреждение Российской академии образования. И здесь у нас с вами есть банк заданий. Более подробно вы будете работать с Мариной Анатольевной в рамках данного банка заданий. Но, уважаемые коллеги, вся информация, которая в наших презентациях и на EduRCOM представлена в Moodle, загружена, она вся представлена и взята фактически из этого источника раз. И второй источник – это у нас с вами Институт стратегии развития образования, Российская академия образования, который создал портал «Единое содержание общего образования». Этот портал вам известен, и раньше у нас там было прям на заглавной страничке мы могли зайти в раздел «Функциональная грамотность». Сейчас это немножечко по-другому выглядит, но тем не менее, коллеги, здесь есть страничка формирования функциональной грамотности, и здесь представлены все материалы, в том числе и банк заданий, и пересылочки, и календарь региональных мероприятий, и команды ключевых специалистов, и много-много что еще. И если мы с вами посмотрим на календарь региональных мероприятий, то мы увидим, что особенно прошлый год у нас с вами, ну и даже сентябрь данного года, был занят большим количеством мероприятий. Кроме того, уважаемые коллеги, у нас есть циклограмма проведений и план-график проведений. Вы видите, что вот он, конечно, февраль-март, но тем не менее постоянно информация пополняется пересылками. То есть вот этим порталом тоже можно и нужно пользоваться. А мы же с вами возвращаемся в банк заданий, потому что нам интересно с вами посмотреть и разобрать одно из заданий Давайте, например, возьмем мы с вами класс постарше, 9 класс. Читательская грамотность. Возьмем, например, возврат денег. Итак, вы видите, что здесь у нас приведен некий пример, и далее у нас идут определенные 6 заданий к данному примеру. О чем здесь говорится? У нас здесь с вами говорится о следующем. Карина купила в интернет-магазине кроссовки, которые ей не подошли по размеру, и она хочет вернуть кроссовки и получить свои деньги назад как можно быстрее. Карина открыла на сайте интернет-магазина раздел «Как вернуть товар», прочитала информацию из этого раздела
и ответьте на вопрос. Это ваше задание. То есть задание для девятиклассника. Причем, посмотрите, у нас здесь в том числе и не чистой воды читательская грамотность, но еще и с применением функциональной грамотности, которая называется финансовая грамотность. Дается текст, коллеги. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим текстом. Дается текст определенный. Я сейчас его чуть-чуть пролистну, чуть-чуть уменьшу, чтобы вам было лучше видно. Ну, целиком видно, да? И вы видите, что первое у нас с вами задание. Прочитайте тексты, как вернуть товар и как указать реквизиты, расположенные справа, и запишите свой ответ на вопрос в виде числа. Здравствуйте, мне ничего не видно. Расплывчато, да, коллеги? Да, расплывчато, мелко. Так виднее? Вот так получше читаемо. Читаемо, да? Хорошо. Итак, давайте посмотрим, во-первых, что от Карины требуется. Ну, в смысле, что требуется от ребенка, который выполняет, девятиклассника, который выполняет данное задание. Указать реквизиты. Какие? Так. Коллеги. Личного счета в банке, карты. Личного счета в банке. Только хотела сказать, вчера хоть Арина у нас активно участвовала, прошу прощения, списочка нет, поэтому позволю себе по именам, но на «вы». Личного счета, да, хорошо, замечательно. В данном случае, посмотрите, не позднее какой, а правильно ли мы с вами поняли вопрос? Реквизиты ли она должна указать, коллеги? Но в вопросе спрашивают дату. Вот, смотрите, то есть спрашивают в вопросе действительно не дату, а не реквизиты. Поэтому здесь ребенок у нас с вами должен указать, что именно. Какой ответ будет? Не могу посчитать, но получается дату, нужно указать, да, дату в течение 30 дней или нет? Коллеги, подключайтесь еще. У меня просто тут ребенок. Мы поняли, он еще тоже отвлекается. Ну, вот представьте, вы покупали ему кроссовки. У нас просто вчера был один активный слушатель. Вот смотрите, коллеги, я позволю себе увеличить. Действительно, у нас здесь с вами написано, что вы можете вернуть товар в течение 30 дней. Но посмотрите, по факту мы с вами для ответа на этот вопрос, вот он этот вопрос, я его приближу к вам максимально. Карина получила кроссовки в пункте выдачи. Да, мы ребенка просим, прочитайте текст, как вернуть товар и как указать реквизиты, расположенные справа. Дальше говорим, запишите свой ответ на вопрос в виде числа.
И первый ответ – это «да», вернуть реквизиты. А второй ответ, посмотрите внимательно, это ли у нас спрашивается. И по факту, Лариса, мы вас почему-то очень плохо слышим. Если вы хотите подключиться к обсуждению, то чуть более четко, либо какие-то сбои происходят. Понятно, наверное, какие-то сбои. А вот смотрите, а по факту у нас получается, что мы от ребенка в данном вопросе просим указать просто циферку 01.08. Потому что у нас с вами пишется, укажите эту дату, подождите, не позднее какой даты она может их вернуть. У нас с вами 30 дней. В августе у нас сколько в месяце дней? 31. 31. И, соответственно, если ребенок у нас Карина получила кроссовки 1 августа, то вернуть она их должна не позднее какого срока? Так, 2. Ой. 30. 30-го, не позднее, в течение 30 дней после у нас с вами написано дня получения, в течение 30 дней. То есть получается, коллеги, ответ. Кто не может подключиться в чате, напишите, пожалуйста. Мы услышали ответ от одного из участников. Теперь хотим услышать ответы всех участников. Коллеги, подключайтесь. Пишите в чате, пожалуйста. Разнятся мнения. Кто-то пишет 01, причем 1 августа, потом 01, 09. Коллеги пишут 31.08. Давайте определяться все-таки, какое у нас с вами, как вы думаете, какое, то есть у нас есть варианты 30-е, 31-е, но ответ у нас 31-е. Коллеги, но ответ у нас с вами будет 30.08. Почему? Потому что у нас с вами написано, что в течение 30 дней с момента получения. То есть момент получения у нас с вами это будет первый день, как только мы с вами получили. Далее, второе задание. Опять-таки же тут написано, воспользуйтесь текстом, как узнать реквизиты, и какую информацию Карине не обязательно. Видите, тут тоже нужно обратить внимание на отрицание не обязательно представлять для получения денег за товар на банковскую карту. Получается номер банковской карты и номер лицевого счета. Так, то есть получается, мы с вами говорим, что она не должна указывать номер карты и номер лицевого счета. Совершенно верно. Здесь ответ правильный. Мы не указываем только вот эти два момента. Замечательно. Поехали дальше. Дальше, как интернет-магазин объясняет, почему товар необходимо возвращать в оригинальной упаковке. И здесь мы с вами должны четко прочитать, ну, это все по тому же самому тексту, почему обязаны мы с вами возмещать, это я не выделяю не ответ вам, а вот в оригинальной упаковке. Почему? Чтобы магазин был уверен, что товар не использовался. Коллеги, все согласны? Я думаю, может, третий вариант, чтобы магазин мог убедиться в том, что это его товар. А откуда, из каких слов подчеркнули этот ответ?
Так. Однако компания оставляет за собой право запросить дополнительные доказательства при обращении товара в нашем интернет-магазине. Вот где-то тут. Вот Для смотрите, действительно, вы чуть-чуть убежали от факта. Я вот вам выделила цветом. Товар не в оригинальной упаковке. Мы приложим максимум усилий для идентификации товара. То есть магазину необходимо будет подтвердить, что это действительно их товар. Поэтому ответ тут будет номер 3. Коллеги, подскажите мне, пожалуйста, я не буду там еще 3 вопроса, они там тоже все будет по тексту, там реквизиты, есть различные варианты и так далее, и так далее. Коллеги, подскажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а как мы можем сформировать вот такое умение видеть текст, понимать текст и, собственно, чтобы ребенок грамотно читал и мог увидеть условия задачи, либо задание в контексте? Как мы можем формировать читательскую грамотность? На практике. Пример. Приведите конкретный пример. Как на практике? И не говорите. Ну, пример. Коллеги. Мы с вами сидим, я понимаю, что уже пятница, но мы с вами сидим в стенах Института развития образования. Нам с вами комфортно, на улице уже темно и страшно, выходить никуда не хочется. Давайте теперь попробуем представить себе такие примеры, каким образом мы можем формировать вот такую читательскую грамотность. Ну, приносить бланки, заполнять, читать инструкцию, вопросы какие-то составлять, инструкции, чтобы они внимательно прочитывали и отвечали на вопросы. Угу, хорошо. Еще варианты? Здравствуйте всем. Ну, наверное, даже при работе слышно меня, да? Да, конечно, добрый вечер. Да, ну, наверное, при работе уже даже с 1 класса учить детей, вычленять из текста самое необходимое. Даже вот при решении задач мы же там вот учим детей, о чем конкретно говорится в задаче, и точно так же вот и в тексте. Совершенно с вами согласна. То есть вычитывать каждое слово хорошо. Да. Вы знаете, у меня классических 2 примера. У меня у самой в свое время, почти миллион лет назад, училась в школе, и у нас очень грамотный педагог, филолог, задала нам 2 вопроса, которые... Вот уже очень много лет прошло с того момента, как я закончила школу, но эти 2 вопроса я помню до сих пор. Первый вопрос она спросила, нам показала какую-то там, пустила по рядам, как пример, бутылочку с напитком, и сказала: посмотрите, какой интересный. Мы бутылочку все посмотрели, а она говорит: странно, никто не заметил ничего необычного? Мы говорим: нет. А там в напитке, ну, например, буратино, были 3-я и 4-я буква перепутаны местами. Было, то есть не буратино написано, да, было буартино. А мы настолько все были вот, ну, там, бутылочка, да, интересная, да, ну, такая яркая, необычная. Причем действительно попалась просто бракованная партия, и на самом деле мы не замечаем, невнимательно читаем, и в этой связи действительно читательская грамотность наша была на нуле. И второй вопрос, который она задала: сколько длится пауза в конце книжки «Ревизор». До сих пор прошло, я повторю, огромное количество лет, но я помню, что она длится 2,5 минуты. Это к вопросу о читательской, опять-таки же, грамотности, потому что, да, реплики главных героев мы прочитывали, а вот этот текст автора, мелкий подстрочник, мы, как правило, не читаем. Поэтому иногда при формировании
заданий вами, педагогами, можно, например, если мы вернемся к нашей с вами презентации, то можем, например, чередовать различные варианты заданий. Мы можем с вами использовать разные типы текстов, как вот здесь вот, например, приведены примеры. Даже не можем, а нужно нам с вами это делать. И детей иногда, может быть, что-то мелким-мелким шрифтом, знаете, там звездочка, и вот спустили вниз. А заметят ли дети или не заметят? То есть вот такие моменты при формировании читательской грамотности очень полезны. Но вообще, когда мы говорим про формирование читательской грамотности, напомню, что самое важное – это у нас с вами чередование сплошных, несплошных, смешанных составных текстов. Это отработка навыков на поиск нахождения информации, на интеграцию и интерпретацию информации, на оценку содержания и формы текста и на использование информационных текстов или информации текста. В этой связи, коллеги, очень интересно, когда вы детям даете задание, а составь какое-нибудь мне задание, по определенной теме, например, вот необычное, которое бы, может быть, даже в каких-то моментах не содержало прямого ответа, либо наталкивало на какие-то рассуждения. И дети очень грамотно это, как правило, делают. Мы говорим о том, что действительно читательская грамотность – это самое важное умение, которое формируется у нас с вами фактически на каждом уроке, на каждом предмете. Поэтому нет педагога, который бы не формировал у ребенка читательскую грамотность. В этой связи второй тип грамотности – это математическая грамотность. Математическая грамотность поможет правильно ребенку, человеку ориентироваться в жизни. А сформировать математическую грамотность поможет правильно заданный вопрос, связанный с практической жизнью. Например, задача об эффективности электромобиля. У вас приведен пример. Дано количество топлива, которое требуется при эксплуатации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, количество энергии для подзарядки электромобиля, тариф на электроэнергию и стоимость 1 литра бензина. В результате решения класс увидит, за сколько лет разница в затратах на содержание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и электрокара достигнет стоимости последнего. То есть он полностью окупится. По факту здесь нужно у нас с вами и аналитические навыки ребенок должен обладать, и знанием, грамотно владением даже элементарными вычислительными операциями, то есть сложение, вычитание и так далее, умножение. Кроме того, мы здесь с вами можем поднять еще и проблему экологии, электромобиль, двигатель внутреннего сгорания и так далее. И можем здесь же с вами проговорить в том числе и про особенности развития экономики и много-много чего еще. Примеры, они классические. Это те примеры, которые были уже неоднократно вам приведены, в том числе и в дистанционном курсе, который вы смотрели. Я позволю себе показать вам, опять-таки же продемонстрировать сейчас открытый банк заданий, из которого мы с вами попробуем прорешать одно из заданий. То есть мы возвращаемся в банк заданий, выбираем математическую грамотность. С 9 классом что-то как-то совсем все грустно. Давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Может быть, поменьше класс возьмем. Возьмем, например,
5 класс предлагаю, грибная охота. У нас здесь с вами представлен, надеюсь, так лучше видно, у нас здесь с вами представлена некая ситуация. Причем, посмотрите, в отличие от читательской грамотности, где у нас был дан, для 9 класса, где у нас был дан один текст, здесь у нас с вами приведено несколько вариантов, несколько заданий, каждое задание с определенным, с новым текстом заданий. Итак, у нас с вами грибная охота. Фактически, если мы говорим про содержательную область оценки, то это неопределенность, некая неопределенность и определенные данные, которые у нас с вами есть. О чем мы говорим? Семья Русаковых, папа, мама, дочь и сын, то есть их 4 человека, приобрели на август путевки в пансионат. Их знакомые, которые отдыхали в этом пансионате, предупредили, что область, где расположен пансионат, славится грибными местами. Русаковы решили запастись корзинами для грибов. Они поручили своей 12-летней дочери Наде посмотреть, что предлагается в интернете. Надеюсь, так лучше видно. Надя выбрала понравившиеся ей корзинки и составила таблицы. То есть есть корзинки, есть вместимость, объем в литрах и визуализированы данные картинки. Задание звучит следующим образом. Прочитайте текст «Грибная охота», расположенный справа, и заполните запись выражения числами. И здесь у нас с вами идет, то есть вот та самая жизненная ситуация, в которую мы погружаем ребенка, про семью Русаковых, что их там 4 и так далее. И посмотрите, Русаковы купили 4 разные корзинки общей вместимостью 25 литров. Какие корзины купили Русаковы, коллеги? Давайте проверим нашу с вами математическую грамотность. 9, 8, 6, 2. Так, 9, 8, 6, 2. Коллеги, еще варианты? Как пятиклассник должен был догадаться, не догадаться, а записать правильный ответ? Как он должен был, как построить рассуждение пятикласснику? Коллеги? Арина, подсказывайте, как вы решили задачу? Я решила, получается, из 25. Сначала нашла десяток литров, чтобы 10 было. Из 25 вычла 10, осталось 15. И посмотрела, какие цифры нам еще дадут 15. А почему 10 вы читали? Проще как-то начать с десятков. Интересный подход, хорошо. Коллеги, кто еще как решал? Вообще-то ребенок должен был при помощи набора сначала выбрать самые большие, как там же, в принципе, семья была. Поэтому, рассуждая о том, что мама, папа – это, скорее всего, большая семья. Большие корзины – это 9 и 8 дают в сумме 17. И если это 17, то остается у нас 8, а 8 – это 6 и 2. Здорово. Слушайте, это второй вариант решения. Классно. Почему классно? Потому что вы не поверите, я решала другим способом. Знаете, каким, коллеги? Я сложила, я со своим ребенком, правильно будет сказать, решала следующим образом. Мы сложили все циферки, которые здесь представлены, то есть объем всех корзинок. У нас получилось 29, и мы из 29 просто нашли лишнюю корзинку. Мы пошли таким путем. То есть, смотрите, по факту получается, что здесь действительно каждая из нас с вами включилось еще и креативное мышление, потому что действительно кому-то было легче откинуть десяток, то есть 8,2 мы 100% берем, а если бы не взяли, если бы по какой-то причине не получилось, например, было бы 24 литра, то тут уже возникают вопросы. Нужно было бы искать какой-то второй, третий вариант. Тут тоже вариант.
А аналогичная ситуация с 9,8 литров. То есть у каждого из наших вариантов решения есть свои плюсы и минусы. Скажите мне, пожалуйста, следующий вопрос тогда, как мы будем формировать эту математическую грамотность у детей? Какие задания мы должны давать? И нужно ли вообще детей перегружать вот такими типами задач, или мы просто детям даем упражнения, как вот есть рабочие тетради, тренажеры для детей начальных классов, где в столбик дается по 30, по 40 упражнений, которые ребенок должен выполнить. Коллеги, как вы считаете? Разведу вопросы. Первый вопрос. Нужно ли детям задавать такие задания, если мы вырабатываем какие-то навыки и понимания, либо же мы даем тренажер? И второй вопрос. Если нужно, то как формулировать такие задания? Ну, в принципе, математическую грамотность можно формировать как на уроке математики, так, в принципе, ну, если мы касаемся сейчас в данный момент 5 класса, или мы берем начальную школу. Бога ради, любой, на любом примере. Мы сейчас Да, можем 11 класс. да, если брать с начальной школы, то, конечно, очень хорошо. Ну, ребенок, в принципе, должен сам логически выстроить. Вы понимаете, что залезть в голову так ребенку точно так же невозможно, вот как к нам. Согласна. Научить его логически самому выстраивать цель правильно, чтобы достичь результата, и все, мне кажется. А включать, вот есть свободные минутки, когда прорешал все задания и остались свободные минуты, или даже на основе тех же, в принципе, такие задачи, когда мы добавляем что-то, складываем, это, в принципе, есть такие задачи. Просто нужно добавлять вот такие задачи, чтобы они сами искали разные варианты. Просто здесь можно было бы поставить другие цифры, чтобы несколько разных вариантов было. И здесь тогда включается у нас принцип перебора, да? Да. Тогда было бы интереснее. Просто здесь конкретно одно решение. Согласна. В этой связи меня в свое время поставил в тупик задание во 2 классе. Была почти такая же табличка, только вот здесь где-то были циферки, здесь не было циферок, ну то есть пустоты, нужно было их заполнить. Коллеги, я не смогла объяснить ребенку 2 классу, как это решить. Я решила системой уравнений это задание. Потом пришла к учителю начальных классов и говорю, вот подскажите, а как я должна была здесь решить? Они говорят, система перебора. Я говорю, понятно, хорошо. То есть, пытливый ум действительно вот разные варианты нам предлагает. Хорошо, то есть задания такие нам нужны, и действительно их нужно формировать. Здесь больше, опять-таки же, продолжается. Причем, смотрите, если мы говорим, что какой-то блок мы даем, блок на оценку сформированности того или иного вида грамотности, тогда мы говорим о том, что все задания, как правило, посвящены одной проблематике. В данном случае у нас все те же самые Русаковы, они уже приехали отдыхать, они сходили в лес за грибами, а затем взвесили собранные грибы. Все наша с вами пытливая Марина обратила внимание, что числовые значения масс грибов образуют последовательность, в которой каждая следующая масса, начиная со второй, больше предыдущей на одну и ту же величину. То есть Марина собрала меньше всех грибов 750. Мама собрала 2 килограмма 250 грамм. Костя собрал больше всех 5 килограмм 250 грамм. Папа собрал больше грибов, чем мама. Сколько грибов собрал папа? И задание. Используя информацию из текста, расположенного справа, используйте, чтобы определить, сколько грибов в граммах собрал папа. Скажите мне, пожалуйста, какой метод здесь должен ребенок у нас с вами применить? И, если можно, ответ. Причем здесь мы говорим про низкий уровень сложности.
Коллеги. Так, если я правильно посчитала, 3 килограмма 750 Грамм. грамм. Правильно посчитала. Как посчитала? Рассказывайте. Так, сейчас 750 грамм получается меньше всего. Сказано, что Костя собрал больше всех. Значит, папа собрал меньше, чем Костя, но больше, чем мама. Разница между мамой и Мариной у нас получилась 1,5 килограмма. Так, получается, между мамой и папой тоже должна быть такая разница, потому что, ну и между папой и Костей получится тоже разница 1,5 килограмма. Ну, то есть разница здесь 3 килограмма между мамой и Костей, а папа у Да. нас с вами должен быть посерединке между ними, да? Да. Замечательно, хорошо. То есть ответ верный. И опять-таки же здесь у нас, во-первых, внимательное чтение. Тут ребенок должен уметь сравнивать, анализировать и так далее. При этом, например, знаете, пример из жизни. Каким образом можно формировать эту читательскую грамотность? Классический пример. Летом ситуация, дала ребенку 100 рублей и сказала: купи 4 мороженых. Ребенок приходит удивленный: мне не хватило денег. Почему не хватило денег? Я хотела купить 4 мороженых, а я хотела купить мороженое по 28 рублей. Хорошо. Почему тебе не хватило денег? Потому что нужно то-то, 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 ну, то есть как бы на 12 рублей у тебя было меньше. Но следующий шаг ребенок не осмыслил. А там были мороженые, стоимостью чуть ниже. Ну, может быть, не та марка, которую ты хотела, но перед тобой стояла какая задача? Купить 4 мороженых на заданную сумму. И тут ребенок так растерялся и говорит: да, были. Ты могла купить какие-то вот, ну, чтобы их было 4 именно, чтобы всем были одинаковые? Да, хорошо. А какой еще вариант? А можно же было кому-то купить, например, 2 таких, а 2 других. Можно было. И потом, ну, вот как-то там распределить честно. Можно было. То есть вот через такие задания в быту происходит понимание ребенка и усвоение ребенка математической грамотности. Возвращаемся мы с вами к нашей презентации. Так, вот мы тоже с коллегами правильно одинаково мыслим: все сложить и вычесть 25. 8 килограмм 250 грамм не сложилось у нас тут с вами, коллеги. Да, ответ был правильный у Арины. Тут параллельно коллеги пишут уже ответы. Метод сравнения, да, согласна, но действительно мы здесь посчитали и правильный ответ дали. В данном случае ответ 8 килограмм, он у нас неверный. Так, делимся, идем дальше по нашей с вами презентации и к чему мы с вами возвращаемся. Действительно, здесь есть, ну, это вот задание для 7 класса классическое. Следующий тип грамотности, то есть, резюмируя, хочется сказать, что ребенок с математической грамотностью способен использовать знания в различных контекстах на основе математических данных, прогнозировать явления, просчитывать фактическую выводу и принимать взвешенные решения. Если мы говорим с вами про естественно-научную грамотность, здесь могут помочь нам задания на анализ и сравнение явлений природы, географических карт, процессов в окружающей среде. И чтобы наработать компетенции в области естественных наук, важно грамотно интерпретировать научные данные, проводить практические исследования и объяснять явления природы и находить существующие признаки. Пример у вас на экране. Анализ карты
сейсмические активности поможет ответить на вопрос, в каком регионе будет комфортнее или безопаснее проживать. Например, можно предложить старшеклассникам рассчитать оптимальную этажность зданий, которые допустимо возводить в определенных сейсмических или геологических условиях. Если мы говорим про исследование ПИЗа, то у нас там задание было и про горки, и про метро, и про лыжи, и про аквариум, и много-много-много чего еще. То есть мы говорим о том, что в рамках естественно-научной грамотности от обучающихся требуется продемонстрировать компетенции в определенном контексте. Контексты у нас всегда личные, местные или национальные, глобальные проблемы, как современные, так и исторические, которые требуют понимания вопросов науки и технологий. Ну и, конечно же, мы здесь с вами говорим про какие же компетенции. Это способность научно объяснять явления и применять методы естественно-научного исследования. Интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. Что мы формируем? Знания и отношения определяют результаты учебы. Какое отношение? Отношение к науке, которое характеризуется интересом к науке и технологиям. Пониманием ценности научного изучения вопросов, там, где это необходимо. И осведомленностью о проблемах окружающей среды, а также осознанием важности их решения. Какие знания? Если мы говорим про знаниевый компонент, то это, конечно же, понимание основных фактов, идей и теорий, образующих фундамент научного знания. Такое знание включает в себя знания о природе и технологиях, например, знание содержания, знание о методах получения научных знаний, то есть знание процедур, и понимание обоснованности этих процедур и их использования, то есть методологические. Конечно же, когда мы говорим про естественно-научную грамотность, необходимо научно объяснять явления, понимать основные особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. Также приведу пример. Сейчас переключусь. Секундочку. Демонстрация. Ушли мы. Мы пошли в естественно-научную грамотность. 5 класс мы уже смотрели. А давайте-ка про воду на стекла. Ознакомьтесь пока с заданием и подготовьте ответ.
Коллеги, в каком состоянии, в каком агрегатном состоянии находится вода? Кто знает правильный ответ? Газообразным, наверное. Еще варианты? Коллеги, одни и те же работают, да. Нет, мне безумно приятно общаться, действительно, но да, мне же нужно понимать, собственно, а все остальные-то что делают? Хоть слушают нас, не слушают, и каким образом, если слушают? Что же они делают-то? Слушаем, слушаем. Слушаем. В виде смеси разных состояний. Может. Вариант в виде смеси разных состояний, в газообразном. Еще варианты, коллеги. Ну, действительно, если мы говорим перед тем, как оказаться на стеклах очков в виде да, то по факту она у нас действительно находится, ну, понятно, что не в твердом, не в лед, не в жидком, а именно в газообразном состоянии. Коллеги, а подскажите мне, пожалуйста, например, урок видите, здесь уже открытый вопрос. Почему, кстати, не появляется? Потому что, и там дальше, это, и напоминаю, это у нас с вами 6 класс. И тут ребенок должен понять, что из-за того, что из-за ситуации, когда мы протерли очки от трения у нас немножечко согреваются и уже, ну, не могут поэтому замерзнуть. И фактически поэтому как раз-таки они не конденсируются. А давайте мы с вами приведем пример формирования естественно-научной грамотности. Скажем, на каких предметах мы ее с вами можем формировать в 9 классе. На каких предметах и как? На уроке физики. Физика 100%. Еще. Биология. Биология, хорошо, еще. Химия, может. Ну, понятно, что химия, биология, предмет, естественно, научного цикла. Скажите, собственно говоря, наш с вами вчерашний пример про Пушкина. На литературе мы не можем частично касаться этих проблем формирования естественно-научной грамотности? Можем. Можем. Приведите мне, ну, то есть... Можем, когда пишем на стекле. Тоже можем, согласна. Скажите мне, пожалуйста, а в повседневной жизни... Либо, так, например, на истории понятно, что, например, влияние природно-климатических условий на те или иные события и явления, тут 100% формирования естественно-научной грамотности. Ну и по факту ОБЖ, конечно же, физическая культура. То есть по факту мы говорим, что на каждом предмете общеобразовательной школы мы формируем в том числе естественно-научную грамотность. Замечательно. Далее поехали. У нас следующий вид, так, в чате. В газообразном на физике. Да, все верно. Почему-то у нас подвисает чат. Вот только увидела ваш ответ, хотя он был до этого виден. Хорошо, коллеги. Замечательно. А теперь давайте посмотрим, а что же у нас происходит дальше. И какие еще грамотности мы с вами формируем. Глобальные компетенции. Это способность ученика самостоятельно или в группе использовать знания для решения глобальных задач. Какие глобальные задачи у нас может решать ребенок? Как вы думаете? Коллеги, какие глобальные, там написано глобальные задачи, какие глобальные задачи может решать ребенок на уроке? Сейчас опять открою. Я не вижу. Коллеги. Ну, то есть, например, мы говорим о том, что ребенок должен уметь управлять своим поведением, открыто воспринимать новую информацию,
быть контактным, то есть открытым на контакт и взаимодействовать в группе. Этот компонент развивает аналитическое и критическое мышление, эмпатию, способность к сотрудничеству. И совместные исследования помогают формировать уважительное отношение к чужому мнению и культуре. Современное образование предполагает совершенно новый уровень развития личности, способный понимать и принимать убеждения других людей. В этой связи давайте посмотрим, какие же глобальные компетенции мы с вами можем формировать и каким образом мы должны с вами это делать. Итак, глобальные компетенции. Открыть на вкладке. Здесь есть задания для 5, 6, мы там уже с вами были, 9 класс были. Давайте посмотрим глобальные у нас это да, компетенции. В 7 классе задание «Дай списать». Прочитайте введение. Тут у нас с вами на 7 страниц. Затем нажмите на стрелку «Далее», ну и так далее. И выполняйте задание. Академическая нечестность, плагиат, мошенничество, жульничество. Так оценивают в официальных документах и в научном сообществе поведение людей, которые позволяют себе списывать или скачивать из открытых источников чужие работы, выдавая их за свои. Или пользоваться различными шпаргалками и подсказками на уроках и экзаменах. Эта практика повсеместно осуждается, но довольно много школьников и студентов не задумываются о том, какой вред она приносит. Задание, то есть логика понятна. Каковы же задания? Заданий у нас здесь с вами будет 6. Воспользуйтесь текстом, вопрос на сайте, расположенном справа, и отметьте в таблице нужные варианты ответов. Какие ответы из приведенных ниже поддерживают позицию автора письма, а какие не поддерживают? Итак, коллеги, внимательно прочитайте и потом обсудим. Коллеги, первый ответ. Ничего себе вопросик. Обманывать учителей нормально. А кого еще ты считаешь в норме обманывать? Не поддерживает. Еще варианты ответов, коллеги. Из чего сделали вывод, Арина? Так, а кого еще ты считаешь в норме обмануть? То есть, как бы... Ну и первое, ничего себе вопросик. Угу. То есть, смотрите, вопрос на сайте прозвучал следующим образом. Почему плохо относятся к тем, кто списывает? И то есть автор статьи в целом говорит о том, что это плохо. А здесь говорится о том, а кого еще ты считаешь в норме обмануть? То есть как бы и учителей можно и так далее. Поэтому совершенно верно, не поддерживает. Второе. За это могут оценку снизить. Ты дала списать, и тебе потом же 2 поставят.
Поддерживает этот ответ или не поддерживает? Не поддерживает. Почему? За это могут оценку снизить. А здесь она говорит о чем? Кстати, сама давала списывать домашнее задание, но при этом я никого недовольства, никакого, наверное, да, не чувствовала. То есть, как бы, ну, мы предполагаем, что здесь не будет этого. Третий вариант. Оба в выигрыше, наверное, тут к тебе хорошо относятся, а тот, кто списал, получит хорошую отметку. Поддерживает, не поддерживает? Поддерживает. Поддерживает, хорошо. Дальше, какая разница, как пойдут дела у того, кто списал? Его судьба не имеет значения. Поддерживает. Поддерживает, верно. Студенты учатся для работы, им нужно действительно знать материал. Поддерживает. Поддерживает. И подумай, обманывается, обманываете вы вдвоем, а только подумайте, обманываете вы вдвоем, а не только тот, кому ты дала списать. Не поддерживает. Не поддерживает. Почему? Подумай. Подумай, хорошо. И если списывал в школе, то и студентам будешь списывать. Не поддерживает. Почему? Если списывать будешь в школе, то и дальше будешь так же продолжать. Почему не поддерживает? Ответ верный, совершенно верно. Потому что он пишет, что до этого было, что студентам надо учиться для работы. Нужно, это не касается студентов, вот их и вправду стоит осуждать. Я имею в виду школьников. Совершенно верно, коллеги, все правильно. Здесь у нас на глобальные компетенции, то есть формирование нравственных каких-то ценностей. И действительно мы говорим здесь с вами в том числе различные задания. Банк заданий разнообразен. Через какие предметы и через какими методами мы можем с вами формировать вот такие задания? На русский язык, где нужно списывать, может быть, на любых предметах, где нужно списывать текст. Согласна, но ведь посмотрите, у нас не только про списывание, у нас здесь с вами будущая профессия, деревья в городе, изменение климата и так далее, и так далее. То есть у нас задания, характеристики задания очень и очень интересные. Поэтому, опять-таки же, подводя итог, можно сказать, что глобальные компетенции мы формируем с вами на каждом предмете, через каждый специалист и на каждом предмете. Чего? Да, совершенно верно, согласна, что на каждом предмете. Так, и ответы у нас здесь с вами отменить, сейчас посмотрим. Нет, да. Здорово, хорошо, увидела. Так, коллеги, сейчас следующие у нас с вами компетенции, это будут у нас креативное мышление. Сюда относится все, что связано с творчеством в глобальном значении. Это и способность генерировать свои и улучшать чужие идеи. Это способность предлагать эффективные решения, использовать фантазию и воображение. Итогом становится критический анализ предложений, который поможет увидеть их сильные и слабые стороны. Развивать креативное мышление, вы видите, помогает совместная работа над, например, стенгазеты, составление домашних дел и так далее. Кроме того, мы говорим о том, что креативное мышление всегда связано не только с творческой активностью, но и с глубоким знанием предмета. В этой связи творческий потенциал неразрывно сопутствует ежедневным задачам, решать которые при определенных условиях можно быстрее и проще. Давайте посмотрим вариант задания опять. Итак, креативное мышление.
Итак, креативное мышление. У нас не было с вами 8 класса. Давайте посмотрим, что же у нас. Вода для полива. Коллеги, от 1 до 11 любую циферку назовите, пожалуйста. 5. 5. Поехали. Литературные места России. Итак, комплексное задание «Литературные места России». В данном случае мы говорим про, как вы видите, решение социальных проблем. Итак, что мы делаем? Прочитайте введение, затем нажмите на стрелку «Далее» и выполняйте. Как помочь учащимся лучше понять и полюбить Россию? Группа 8-классников решила, что этому может помочь участие в проекте «Литературные места России». Этот проект по замыслу организаторов должен связать воедино литературу и историю родной страны, ее уникальную природу и разнообразные географические ландшафты. Помогите ребятам наполнить проект увлекательными, познавательными и эмоционально окрашенными мероприятиями. Я напоминаю, креативное мышление. Задание номер 1. Причем, посмотрите, идея номер 1, идея номер 2, идея номер 3. Предложите для проекта «Литературные места России» идеи 3 разных мероприятий, которые как можно больше отличались бы друг от друга. Все мероприятия должны помочь 8-классникам погрузиться в мир художественных произведений, написанных писателем. Помочь почувствовать, что вдохновляет писателя. Глубже осознать, почему написанные произведения до сих пор вызывают у нас такой эмоциональный отклик. Увидеть красоту и богатство родной страны. Коллеги, давайте каждый из нас сейчас накидает вот такие разнообразные идеи. Итак, 3 мероприятия, которые должны помочь погрузить 8-классников в мир художественных произведений. Понять, чем вдохновлялись писатели. Причем тема у нас «Литературные места России». Коллеги, варианты. Чат. Пока молчит чатик наш. Какой-нибудь литературный вечер, изучить художественную литературу писателей. Хорошо, литературный вечер, интересная идея. Коллеги предложили веб-квест. Классно, еще. Так, посетить Царско-сельские, я не знаю, как он называется сейчас, же Пушкина, да? Да, лицей, например, да, Царское Да. село как таковое. Хорошо, Да. согласна, еще. Арина, вы с нами? Скорее всего, да. Коллеги, а смотрите, у нас сейчас так модное такое направление, вот хочу развить идею веб-квеста. Это ведь может быть геокэшинг, то есть, например, мы даем какое-нибудь поручение детям, ну, в смысле, чтобы дети разработали путешествие по карте. Там у нас Пушкин, там Достоевский какие-то, либо, например, путешествия по произведениям одного из литературных там авторов. Может быть такой вариант? Тоже может быть. Дальше, что у нас еще здесь интересненького есть? Причем, смотрите, 3 максимально отличающиеся от себя идеи. И самое сложное здесь оценивать, а систему оценки вы будете выстраивать вместе с Мариной Анатольевной. Дальше, смотрите, группа получила от одноклассников много предложений, однако большинство идей оказались похожими. Предложите такое мероприятие, которое придет в голову немногим, то есть это 4-й у нас уже будет вариант. Это может быть новая идея или одна из идей, которую вы предложили в предыдущем задании. Это мероприятие тоже должно помочь 8-классникам увидеть, понять, прочувствовать красоту и богатство родной
страны. То есть дети, либо мы выбираем из того, что уже накидали, какие варианты, либо же мы предлагаем какое-то кардинально новое, не знаю, путешествие на Луну, например. Мы все еще продолжаем там, это третье у нас с вами задание. Группа набрала большой лист идей с мероприятиями для включения в проект «Литературные места России», и все решили, что на первых порах лучше ограничиться 3 самыми интересными идеями. Отберите из представленного ниже списка одну наиболее креативную идею и одну наименее креативную идею. Укажите их номера, коллеги. Одна наиболее креативная, вторая наименее креативная. Наиболее креативная и наименее креативная. Итак, у нас есть уже тут с вами ответ, что наименее креативная – это у нас циферка 1, наименее креативная, наименее или наиболее, тут может быть опечатка, коллеги, 8, потому что 1 наименее, а потом наименее 8. Так, у меня наименее креативная 8, наиболее креативная 7. Так, хорошо. Еще варианты. Елена, Арина, Лариса. Коллеги, хотите услышать правильный ответ? Наиболее 3. Итак, смотрите. И это правильный ответ. Смотрите, у нас с вами наиболее креативные идеи – это у нас завести друзей в тех местах, где жил и работал какой-то писатель, и проводить совместные видеоконференции. Это наиболее креативное. Подготовить и провести во время каникул экскурсию в ближайшим литературным местам России и устраивать костюмированные балы, посвященные творчеству российских писателей. Это наиболее креативное. А вот наименее креативные, правильно вы также отмечали, под циферкой 1. То есть на уроках литературы делать сообщения о местах России. Это циферка 2. На уроках истории и географии делать сообщения. И 4. Назначить ответственного за каждого писателя. Они должны все про этого писателя разузнать и всем рассказать. То есть 1, 2, 4 – это наименее креативное. Ну и последнее направление, коллеги, я уже не буду возвращаться в презентацию, а мы сейчас здесь с вами посмотрим. Это любимая финансовая грамотность. Давайте посмотрим задание, например, для 6 класса, потому что с 5 по 9 мы уже прошли. Мобильная связь. Финансовая грамотность, 6 класс. Максим, обратился Артем к старшему брату. Помоги мне выбрать новый тариф мобильной связи. И дальше у нас с вами идет 5 заданий по именно сформированность финансовой грамотности. И здесь мы с вами говорим о... где взять деньги хотели взять, да? Простите, не выбор. Давайте посмотрим, где взять деньги. Правильно, тут запрос поступил. Коллеги, что-то потеряла? Была такая тема, да? Спросить такой вопрос можно задать, да? Но тем не менее, давайте попробуем посмотреть пока здесь. Итак, здесь у нас идет описание, то есть воспользуйтесь текстом «Мобильная связь», расположенным справа, и для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. Какую финансовую проблему хочет решить Артем? Здесь приведен диалог, и нужно на него выбрать из него. Здесь по факту мы говорим про читательскую грамотность. В этой связи, уважаемые коллеги, то есть вот и читательская, и финансовая, то есть некое у нас с вами идет обобщение. И в этой связи, заканчивая наши с вами
занятия, я позволю себе остановиться пролистая, потому что вам всем это будет доступно. Эта презентация, она будет вам всем доступна. Вы сможете ее проанализировать, эти данные. Итак, последняя грамотность, про которую мы часто с вами упоминаем, но также иногда некоторые исследователи не выносят ее как отдельный вид грамотности, это так называемая компьютерная грамотность. Компонент, связанный с компьютерной грамотностью и безопасностью школьников, выходит в последние годы на одно из таких вот первых мест, и навык взаимодействия с электронными сервисами требуется уже в начальной школе. Поэтому мы говорим о том, что компьютерная грамотность заключается в следующих умениях, которые представлены на слайде. Для экономии времени не буду останавливаться, какие именно, они у вас зафиксированы. И в конце позволю себе остановиться на том, а каким же образом формировать способы развития функциональной грамотности школьников. И здесь мы с вами говорим про основные правила. Во-первых, мы говорим про то, что необходимо формулировать задания разного вида по развитию функциональной грамотности начального и продвинутого уровня в школе все больше. Они должны быть равномерно распределены в учебном процессе на протяжении всего года. Их основными особенностями становятся 3. Это привязка к реальной ситуации, в которых дети могут представить себя. Это соответствие возрасту обучающихся и системность и взаимосвязь знаний и фактов. При этом для развития функциональной грамотности у младших школьников важно, чтобы задачи соответствовали их практическому опыту. Близкая детям тема вызывает интерес и вдохновляет искать новые значения. Вместо землекопов и токарей для составления задач лучше выбирать героев любимых мультфильмов и компьютерных игр. Пример на экране. При этом большую роль в формировании функциональной грамотности в начальной школе играет дополнительное образование. Занятия в кружках развивают творческие способности, креативное мышление, компьютерную и читательскую грамотность. А правильная синхронизация работы педагогов и метапредметные связи помогут быстро развить нужные компетенции. Если мы говорим про формирование функциональной грамотности в основной школе, то в средних и старших классах, то есть 5, 9, 10, 11, предполагают постепенное увеличение объема знаний и сложности анализа информации. С детьми можно поговорить о серьезных глобальных проблемах, причинах мировых войн и социального неравенства. Результаты также оцениваются по более строгим критериям. Задания дают на стыке разных наук. Задания дают на стыке разных наук и межпредметных занятиях, где одновременно изучают, например, историю и литературу, географию, экономику, и делают выводы на основе их взаимосвязей. Хорошие результаты демонстрируют самостоятельные групповые исследовательские работы, проектная деятельность по естественно-научным и социологическим направлениям. Для развития критического мышления в основной школе анализируют информацию и учатся определять фейки и вирусные компоненты. Усложняются задания и по финансовой грамотности. То есть ребятам можно предложить построить свою финансовую пирамиду и рассчитать сроки ее существования. Либо же, например, формирование функциональной грамотности через построение бюджета с помощью электронных средств. Формирование функциональной грамотности обучающихся – это, коллеги, наша с вами задача, причем задача каждого современного педагога. Это непростой процесс, где от самого учителя требуется креативность и творческое мышление, использование инновационных форм и методов обучения. И успешное освоение компонентов функциональной грамотности поможет воспитать инициативную, самостоятельную и социально ответственную личность, которая способна адаптироваться и находить свое место в
постоянно меняющемся мире. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за то, что мы с вами нашли возможность сегодня, вы нашли возможность подключиться, нашли возможность пообщаться со мной. И в понедельник, также в 16:00, у вас занятие с Мариной Анатольевной Габовой, уже практикоориентированное, еще более практикоориентированное задание. Для этого вам нужно всем, я напоминаю, зарегистрироваться в МЭШ. Я желаю вам удачных выходных, творческих успехов и успешного формирования функциональной грамотности. Коллеги, всех благ, до свидания.